Вы в итоге должны ли принимать участие в Госсовете, местной власти и чем-нибудь? Вы знаете, что Крым в срочном порядке готовится к выборам депутатов Государственного совета и выборам депутатов муниципальных образований всех уровней. Законы приняты настолько в таком спешном, срочном порядке, что, как нам представляется, говорить о том, что к выборам можно будет успешно подготовиться, просто людям даже осознать, насколько эти выборы будут отличаться от предыдущих, не приходится. Но дело даже не в этом. Если вы помните, 18 марта в Москве было объявлено при принятии некоторых документов, связанных с теми изменениями, которые происходили в Крыму, что выборы Госсовета будут в сентябре 2015 года. То есть было четко продемонстрировано Крыму, что нужен будет некий адаптационный период. Потом отношение изменилось и решили выборы делать в срочном порядке. Почему? Мы это тоже все понимаем. Хочется как можно быстрее легализовать, или даже не легализовать, а легитимизировать те изменения, которые произошли и происходят в Крыму. Но никто не думает с нашей точки зрения о людях, которые здесь живут. И это одна из причин. Другие причины заключаются в том, что система избирательная, которая будет применяться и при выборах депутатов Госсовета, и при депутатах образований, она не даст возможности иметь представительство крымских татар не только на уровне 20%, которое было установлено постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым, принятым от 11 марта 2014 года, но новые эти правила выборов, они существенно сократят даже то количество депутатов крымских татар, которые сегодня представлены в выборных органах. Исходя из этих причин, но не только из этих, а многих других, особенно тех, которые крайне вносят тревогу в крымское общество, это похищение, пропажа людей. Мы до сих пор не знаем судьбу 3 людей, которые пропали в начале мая. Среди них Тимур Шаймарданов, Сейран Изиддинов, если я не ошибаюсь, еще один их друг и коллега из организации «Украинский дом», по-моему, Корж его фамилия, и мы никто не знаем, где они и каким образом они были похищены. Мы не имеем четких сигналов в отношении обеспечения прав крымско-татарского народа на своей родине. Вот все обсуждение этих вопросов привело к тому, что абсолютное большинство членов Меджлиса крымско-татарского народа, принявших участие в заседании Меджлиса, поддержали предложение о неучастии на предстоящих выборах депутатов Госсовета и депутатов муниципальных образований в Республике Крым. Разумеется, это решение уже в окончательном варианте со всеми проголосованными изменениями, дополнениями будет опубликовано завтра к вечеру, и оно будет реализовываться всеми местными и региональными участниками.